Фух, наконец-то добрался. Сегодня каникулы не строгого режима. Отправились подальше. Вон, в Ингантау. Здесь находится лагерь, в котором отдыхают одаренные ребята. И я, как обычно, попытаюсь сойти за своего. Интересно, получится ли это? Сойти за своего в этом лагере, скажу честно, не так-то просто, ведь здесь отдыхают ребята, которые занимаются наукой. Будущие Эйнштейны, Менделеевы, Ньютоны. Каникулы нестрогого режима, как только зашли на территорию лагеря, решили не терять времени даром и все разузнать. Привет, Руслан. Я слышал то, что у вас лагерь необычный. Расскажи мне, что здесь и как. Ну вот, мы приехали с городской школы, у нас тут 5 предметов, по которым мы углубленно занимаемся. Я хожу на физику. У нас вот есть такая вещь, отличительная от других школ. Это вот, у нас своя валюта как бы. Валюта. Вот, СМС называется. Угу. Это вы в эмблему зашифровали как? Да. Вот. А почему СМС? Это как в телефоне сообщение, что ли? Нет, вот. Summer Multi-Subject School, это вот как переводится с английского. Летняя многопредметная школа. Каникулы нестрогого режима решили, что знакомство нужно заводить сразу. Правильно, а что мешкать-то? Пойдем узнаем у Радмира, что тут самое интересное. Радмир, я слышал, у вас преподают 5 предметов. Каким предметом ты занимаешься? Я и занимаюсь предметом информатикой. Что вы делаете на уроках? Мы решаем задачки, программируем. В свободное время мы строим роботов и также их программируем, чтобы они там ходили. Это очень трудно заставить робота ходить, двигаться. Ну, так-то нет. Мы же в детстве всегда там всякое строили, там лего всякое. Сейчас лето, жара, солнце. Почему ты решил учиться, то есть снова идти на учебу? Ну, чтобы потом легче было учиться. На природе учиться легче, чем в городе? Да, здесь как бы свежий воздух, ни о чем не задумываешься, никто тебе не мешает. В лагере чем ты еще занимаешься помимо учебы? Какое увлечение тебе здесь больше нравится? Ну, конечно, в футбол играю большинство. Ходим на озеро мы. А если быть точнее, то не на озеро, а на речку Юрюзань. Ведь река – это вам не бассейн. Река – это река. И не в каждом лагере в ней можно искупаться. А если ты поехал отдыхать вместе с ребятами из Республиканского башкирского лицея-интерната, то милости просим, освежитесь в прохладной водичке. А уж тем более, если позанимался на славу, есть за что себя побаловать. Есть из чего выбрать. Если кто-то склонен к точным наукам, то кому-то по душе гуманитарные предметы, например, языки. Азамат, привет! Я видел тебя на занятиях по английскому языку. Расскажи мне, как проходят они? Ну, они проходят очень весело, никакой зубрежки. Смотрим интересные фильмы на английском языке. Комедии. Так много занимаетесь, не устаете заниматься? Да нет, после обеда вот мы больше как бы развлекательные уроки проходят у нас. То есть у вас до обеда вы учите, а после обеда уже в игровом порядке изучаете? Какая часть больше нравится, первая или вторая? Ну, и у первой есть плюсы, и у второй есть плюсы. У второй, вот, например, когда фильмы смотрим, вот, настоящий английский слышим. Сколько я хожу по вашему лагерю, я не увидел ни одной девочки. Почему так? Ну, это у нас в лицее нету девочек. Вообще ни одной? Да, у нас учатся только мальчики. Как так? Вам не скучно без них? Нет, это наоборот даже полезно бывает. Тебе нравится здесь то, что лето, а ты учишься? Да, нравится, потому что в кругу друзей, не сидишь просто дома там и полезно проводишь время. Лично у меня в школе ребята, которые считались одаренными, за один учебный год проходили программу 2, а то и 3 классов. Как известно, чтобы много знать, нужно много читать. Наверное, я сейчас зайду в класс, и на меня просто посыпется знания. Но я готов к книжному граду в любой момент. В летней многопредметной школе книги на меня, естественно, не посыпались. Ребята здесь занимаются практически. По правде говоря, как мне кажется, лучше один раз увидеть и попробовать, чем корпеть над учебниками, а уж тем более летом. Ну, на вкус и цвет, товарищи, нет. Лично меня, по рассказам, больше всего впечатлила химия. Вот туда и отправлюсь.
реакцию я могу сделать вот с этими двумя реактивами? Итак, это родонит калия, а это это хлорид железа плюс 3. То есть, если мы прильем это вещество к этому веществу, то мы опять-таки получим красное вещество. Это... Попробуем? Угу. Просто так наливать, да? Да. Вот оно, получается, покраснело, да? Что, говоришь, получилось? Это родонит железа, тоже это качественная реакция на определение солей железа. Здорово. Ну какой же лагерь без вожатых? А может, здесь ребята настолько самостоятельные, что могут сами себя строить? Сейчас я проведу журналистское расследование и нападу на верный след. Конечно, у меня нет собаки и доктора Ватсона, зато у меня есть оператор. Сегодня каникулы не строгого режима, познакомились с Тимуром. Такой серьезный парень, активно занимается наукой, считает, что 3 месяца для летних каникул – это очень много. И потом, в сентябре достаточно тяжело вспомнить пройденный материал. Сейчас мы познакомимся с человеком, который даже во время каникул готов изобретать и открывать. Привет, Тимур. Расскажи, ты вожатый или преподаватель в этом лагере? Я вожатый. А как ты стал вожатым здесь? Ну, я работаю воспитателем в этом лицее. И вот мы приехали вот с ребятами на лагерь. А вообще в этот лицей как ты попал? Ну, я сам поступил туда 10 лет назад. То есть ты выпускник этого лицея? Да, я его закончил. Когда учился, углубленно изучал математику и участвовал, ну, вот тоже в таком лагере. Он проходил тоже лет 8 назад. Это был самый первый лагерь, он еще проходил в Уфе. Он был математический, я вот в нем участвовал. Там было очень мало людей. Там было несколько человек, 8-10 человек, а сейчас уже почти 100 человек уже участвует. Когда ты отдыхал в других лагерях, в простых, то есть без учебного уклона, вообще какие тебе, то есть, больше нравятся, такие или вот учебные? Ну, конечно, учебные это лучше, потому что, ты не просто отдыхаешь, ты одновременно и отдыхаешь, и развиваешься. Но это все-таки надо отметить, что это все-таки в первую очередь это лагерь, потому что здесь нет домашнего задания. В какую игру либо мероприятие тебе больше нравится играть с детьми? Ну, мы вечером проводим, вечерние воспитательские программы. То есть мы одновременно пьем чай и одновременно рассказываем такие тоже полуразвлекательные, то есть какую-то тему, типа тренинговых занятий. Тимур, спасибо. Желаю тебе одаренных и талантливых ребят. Спасибо. Обычно в этой рубрике мы знакомимся с самым ярким участником заезда, но тут я впервые растерялся. Сейчас я прибегну к теории вероятности и к теории случайных чисел. Ну все, выбор сделан. Рафаэль парень хоть куда, и наукой занимается, и творчеством. В летней многопредметной школе отдыхает он уже не в первый раз. Очень меня порадовало, что Рафаэль еще и футболист. И мы решили провести дружеский матч, а после разузнать, как ему такие каникулы. Рафаэль, привет. Я знаю, что ты играешь на гитаре и на баяне, но инструментов с собой нет. Здесь нет инструментов. Расскажи тогда, чем ты еще занимаешься? Мы с утра встаем, просыпаемся, занимаемся зарядкой, и после этого у нас уроки. 8 уроков в день. Я хожу на математику. То есть ты увлекаешься математикой. Какие достижения у тебя в математике? Достижения есть на городском уровне в начальных классах и на школьном уровне в средних классах. А какие места занимал? Первые, вторые. Готовишься к какой-нибудь олимпиаде? Я готовлюсь к олимпиаде. В 9 классе у нас хочу выйти в город, в Уфе. То есть здесь специально готовишься для этого? Да, здесь готовимся, решаем олимпиадные задачи. Помимо математики увлекаешься еще чем-нибудь? Помимо математики мы увлекаемся футболом, волейболом. А ты играл на турнире по футболу? Нет, я на турнире не играл, но активно болел за свою команду. Вот флаг бирюзовой команды. Наверное, ни у кого не возникнет вопросов, если фишкой этого лагеря мы сделаем то, что здесь отдыхают ребята, которые хорошо учились в течение года. И летом они ответственно подошли к выбору отдыха, и теперь должны хорошо отдохнуть.
И отдыхают они интересно. Если вы воспитываете домашних питомцев, то эти ребята занимаются воспитанием роботов. Признаться честно, мне кажется, это весьма непросто. Оживить груду железок. Любопытно, как в таком юном возрасте можно стать настоящим конструктором. Перед вами программа, которую я составил для того, чтобы робот двигался по линии, которая выложена восьмеркой. У робота есть два датчика. Если он наткнется сойдет с линии, то он эту линию увидит одним из двух цветовых датчиков. С какой стороны он увидит, туда он и начнет поворачивать. То есть начнет одно колесо замедлять. Ждем, пока не съедем с красной линии. Вот могу показать пример сейчас. Руку он считает красной, поэтому можно ее как линию сравнить. Подносим руку к датчику, и робот пищит. Сейчас я вам наглядно продемонстрирую движение этого робота по линии. Все поняли? Сможете повторить? Ну тогда вперед, мастерить железных воинов. На самом деле я не совсем понял, как делать вот такое чудо. Думаю, мне еще стоит походить на кружок робототехники. Каникулы нестрогого режима прибегли к методу дедукции, индукции и вычислили. Отдыхать в лагерях полезно. Наша лагерная смена длиной в 13 минут закончилась. Я пакую свои чемоданы и отправляюсь в новое путешествие. Так что включай свой телеящик ровно через неделю, и мы непременно увидимся. До скорой встречи, и пусть твои каникулы будут самыми нестрогими.